наше время технологии занимают очень важное место. Люди каждый день используют телефоны, компьютеры, планшеты, смарт-часы и другие устройства. Они помогают учиться, работать и общаться, однако вместе с пользой появляются и проблемы. Многие люди проводят слишком много времени в интернете. Они часто забывают отдыха, гулять или разговаривать с друзьями лично. Постоянные уведомления и сообщения создавают напряжение. Человек чувствует, что всегда должен быть онлайн. Это может вызывать усталость, стресс и раздражение. Таким образом, технологии становятся проблемой, когда мы не можем контролировать их использование. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества, нам важно учиться правильно организовывать свое время в цифровом пространстве. Полезно замечать, когда устройства начинают отвлекать или утомлять, и вовремя делать паузу. Небольшие правила, например, отключать уведомления, откладывать телефон во время отдыха или ограничивать время в социальных сетях, помогают вернуть ощущение спокойствия. Такой осознанный подход подготовляет нас к поиску баланса между онлайн и офлайн жизнью. Проблемой является потому, что современные технологии развиваются очень быстро. Каждый год появляются новые приложения, игры и социальные сети, которые сделают так, чтобы привлекать внимание человека и задерживать его на долгое время. Компании создают уведомления, лайки, рекомендации, и установиться трудно. Многие люди не умеют правильно организовать свое время. Они не знают, когда надо делать перерыв и как сокращать время в интернете. Кроме того, технологии доступны везде, дома, в школе и на работе. Из-за этого привыкание формируется очень быстро и незаметно. Чтобы избежать этих проблем, важно находить баланс между использованием технологий и отдыхом. Полезно гулять на свежем воздухе и общаться с друзьями лицо к лицу. Тогда технологии станут помощниками, а не источником стресса. Проблема заметна в повседневной жизни. Много людей держат телефон в руках почти постоянно. В транспорте, на уроках, во время встречи с друзьями. Часто они проверяют сообщения даже тогда, когда разговаривают между собой. Ученикам бывает трудно концентрироваться, потому что они думают о сообщениях, которые получают. Также появляются опасные ситуации, кибертравля становится все более распространенной, людям пишут обидные слова, угрожают или насмехаются онлайн. Ложные новости распространяются очень быстро, и людям трудно понять, что является правдой. Многие плохо спят, потому что долго смотрят видео или переписываются вечером. Чтобы избежать этих проблем, важно устанавливать правила использования технологий, полезно определять время для перерывов, гулять на свежем воздухе, читать книги и общаться с друзьями лицом к лицу. Тогда телефон и интернет станут полезными инструментами, а не источником стресса и усталости. Долгое и неправильное использование технологий может привести к серьезным последствиям. Физические проблемы включают головные боли, усталость, плохой сон, боли в глазах и снижение иммунитета. Люди становятся менее активными, проводят меньше времени на свежем воздухе и недостаточно двигаются. Психологические последствия тоже важны. Тревога, грусть, раздражительность, зависимость от лайков и сообщений. Человек может перестать чувствовать радость от простых вещей. Социальные отношения ухудшаются, потому что живое общение заменяется перепиской. В школе ученикам становится труднее учиться. Они быстро устают и часто отвлекаются. На работе снижается продуктивность, в обществе